Формование, отделка и шнуровка. Прежде чем покупатель увидит готовую пару, ей предстоит пройти несколько десятков различных этапов. Мадина Албагачиева работает на производстве с момента открытия. До этого женщина в основном шила только одежду и шторы. Здесь ее научили работать с обувью. Даже сборка еш ханисо ваша ехка сборка Мария Богдеждахкатха. Филиджипелли – это производство полного цикла, от раскроя до готовой продукции. На всех этапах свои тонкости. Сначала мастер производства работает с лекалами. Раскрой, первичная обработка и подготовка моделей. Дальше процессы более автоматизированы. От грязи вот. А потом уже процесс отметки. Смотрим размер. Берем. Это у нас отметочный станок. Ежедневно на предприятии трудится около 200 человек, отшивается более 500 пар. Сейчас, например, идет работа над производством обуви для нужд армии. Дизайн конструкции свой. Здесь постарались учесть каждый нюанс, чтобы берцы были не только прочными, но и удобными. Новая разработка уже прошла испытание в действии. Попросили сделать такие берцы, которые были бы для них удобны, то есть с элементами, необходимыми для хорошей ходьбы. Ну вот смотрите, вот здесь вот есть такой элемент, то при ходьбе вот эта деталька, она вот так сгибается, здесь есть поролон, и при ходьбе, и при беге, то есть не идет нагрузку на эту часть ноги. Поэтому очень удобно. Плюс еще мы сделали высоту ту необходимую. Более 1500 пар обуви уже отшили и отправили армейцам. Сейчас сотрудники фабрики работают над новым заказом Минобороны. Готовят очередную партию берц. Вот здесь у нас замечательные девочки-упаковщицы. Они, значит, эту обувь превращают уже вот такой замечательный шедевр. Так что вот мы, значит, одеваем шнурки, подкрашиваем, ставим стелечки. Вот. После этого мы складываем, и, значит, у нас все идет по коробкам. Кроссовки, Челси, туфли. Помимо военных берц, на постоянной основе фабрика производит широкий ассортимент женской и мужской обуви. Мы еще делаем женскую обувь. У нас вот есть коллекция тоже, недавно мы делали для московской фирмы. То есть по каталогам, по предпочтениям. Вот и женскую обувь мы делаем. У нас вот женские Челси, это очень модно сейчас считается обувь. Так что мы не отстаем от времени. Все, что необходимо, все, что заказывают, мы выполняем, отгружаем в срок. Так что санкции только повлияли в положительную сторону. У нас стало больше заказов, и мы стали, как говорится, вышли на другой уровень. Обувная фабрика почти с 40-летней историей в Ингушетии открылась лишь в 2020 году. Она работает исключительно с отечественными поставщиками, поэтому санкции на производстве никак не сказались. У нас здесь прекрасные в России есть кожзаводы, заводы по производству подошвы. Вот в данный момент вот эта подошва производится в Ростове. Эти кожи мы тоже покупаем и, как сказать, на предприятиях, где производят здесь в России кожу. Так что все, что для того, чтобы произвести хорошую обувь, мы можем приобретать все это в России. В планах наладить продажи и в Ингушетии, открыть несколько фирменных магазинов и расширить производство. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.